Всем привет, дорогие друзья! Мы должны были записать обзор на фильм «Трансформеры», который я посмотрел 2 недели тому назад. И... В общем, возникли некоторые проблемы. Что? Yours must die. Шутки ниже пояса. Ты не надейся, приятель! Смотреть с корейцами. Всем привет, друзья! Сегодня мы находимся в кинотеатре Cinema Center и смотрим премьеру фильма «Трансформеры». Вообще все, кому не лень, как за рубежом, так и у нас, обругали «Трансформеров» с ног до головы, сказали, что это ужасный фильм, Майкл Бэй бездарь, как вообще можно было что-то подобное снять, какой-то чудовищно низкий рейтинг у этого фильма. Самое смешное, что окупился он, а он все-таки окупился, благодаря 2 рынкам. Это кинорынку Китая и кинорынку России, что говорит о том, что у нас фильм все-таки немножко зашел. Я всегда был фанатом оригинального мультсериала 80-х годов и последующей полнометражки. Когда вышел первый фильм «Трансформеры», это было какое-то кощунство, я не знаю. Я посмотрел первые минут 20, после этого, подавляя всяческие позывы к разным плохим вещам, просто выключил от греха подальше, не стал смотреть. И вот на эту часть фильма я пошел абсолютно с пустым сознанием, потому что я не знал, что там происходило в предыдущих фильмах, и мне это было, в общем-то, не очень интересно. На этот фильм я пошел и постарался взглянуть на него максимально объективным взглядом. И я посмотрел фильм, и что я могу сказать? Фильм неплохой. That's good. Но в чем заключается главная проблема этой части серии «Трансформеров»? Несмотря на то, что он подается как экшен, по факту это авторское экспериментальное кино. Я бы даже сказал, что это какой-то ядреный артхаус. Режиссер окончательно забил на какие-то причинно-следственные связи, на то, что это следующая часть. Я слышал, что в предыдущих частях Мегатрон таки превратился в Гальватрона, то есть было какое-то видоизменение персонажей. На это на все забили. That's bad. Фильм идет 2,5 часа. Его мучительно смотреть. Откровенно говоря, мучительно. То есть где-то на 2-м часу я сидел в кресле примерно так. Пожалуйста, хватит. Тем не менее, какое-то удовольствие от просмотра я все-таки получил, потому что, стоит признать, экшн-сцены выполнены достаточно хорошо. То, как они все мелко-мелко-мелко нашинкованы в какой-то салат, и все это слеплено, и там буквально заканчивается одна экшн-сцена, сразу же начинается вторая. При этом они не сказать, чтобы все какие-то особенно выдающиеся в плане захватывающие. В плане того, как они захватывают внимание. То есть, это обычные экшн-сцены, просто их очень много, и они идут очень плотной чередой. Гитлер, драконы, динозавры, космический корабль, пришельцы прилетают, американская армия бежит, всех спасает. Давайте не будем отходить от первоисточника. «Трансформеры» — это в первую очередь детский мультсериал и фильм по детскому мультсериалу. Соответственно, целевая аудитория в конечном счете это дети, и детям «Трансформеры» очень нравятся. Но тут возникает некоторая парадоксальность ситуации, потому что Майкл Бэй явно не делает совсем детское кино, то есть там какие-то шутки ниже пояса, насилие. Конечно, детям это все нравится, но им, наверное, не стоит это смотреть. Все части «Трансформеров» окупились, потому что дети требовали от родителей, чтобы они их повели в кино именно на этот фильм. Das finde ich ja süß von dir. Поэтому нужно оценивать этот фильм все-таки со скидкой на то, что это детский фильм. Несмотря на то, что в первой части Меган Фокс там своими прелестями размахивает. А в этой части они нашли актрису, которая очень похожа на Меган Фокс. И они нашли главного героя, который совсем не похож на предыдущего главного героя, на Шайю Лабафа. И это очень хорошо. Самое дикое, что есть в этом фильме, это сэр Энтони Хопкинс. Что? Когда я в первый раз его увидел, я просто... Что?
Он один из немногих персонажей, который выглядит действительно органично, он явно получает удовольствие от того, что делает в кадре. Конечно, выводят персонажа абсолютно бездарным образом, как это у нас обычно принято, но в целом то, что Энтони Хопкинс там есть, это вот достаточно большой плюс фильма. Там есть к чему прикопаться, но в целом смотреть скорее интересно, чем нет. Все ругают Майкла Бэя, говорят, что он не умеет снимать, что он постоянно использует вообще кадры из других фильмов. Давайте все-таки будем честны к этому режиссеру. Мало того, что он в свое время снял абсолютно прекрасный фильм «Скала» с Николасом Кейджем и Шоном Коннери. То, что Майкл Бэй действительно умеет делать, это изображать быт американской армии, ну или армии в целом. И если вы хотите посмотреть действительно хороший фильм Майкла Бэя, посмотрите фильм «13 часов. Тайные солдаты Бенгази». Раз, два, три. В чем же плюсы этого фильма? Во-первых, это, конечно, высокобюджетный проект. Графика на уровне, звуки, актерский состав. А второй плюс — это, как ни странно, игра актеров. То есть, несмотря на то, что все ругают дурацкие диалоги и так далее, то есть на актеров приятно смотреть, актерский состав там действительно хорош. И там нет Шайи Лабафа. Какое счастье. Третий плюс в том, что это действительно экспериментальное кино. Режиссер взял и упихал туда максимальное количество экшн-сцен. За один просмотр фильма получаешь опыт сразу нескольких фильмов, как будто ты так путешествуешь между киномирами. И это неплохо. Что мне очень понравилось в этом фильме, то, что он не воспринимает себя чересчур всерьез. То есть фильм этот сдобрен такой нормальной, здоровой толикой юмора. Многим он покажется слишком дурацким, подростковым, тупым. Тем не менее, фильм не относится к себе слишком серьезно, и это позволяет, получить такую легкую атмосферу этого фильма, и поэтому его действительно легко смотреть. Минусы лично для меня. Затянутый хронометраж, абсолютное отсутствие логики там, где она могла бы быть. Третье, то, что фильм все-таки ни одну из своих фишек не доводит до конца. То есть, если бы вы делали смешной фильм, делайте из этого смешной фильм. Делайте из этого детский фильм, сделайте из этого детский фильм. Делайте из этого прям экшен с американской армией, сделайте экшен. Ну а во всем остальном, как я уже говорил, фильм не так плох. Если у вас есть немножко свободного времени, если вы хотите на выходных расслабиться, да нормальный фильм. Некоторые из вас, наверное, захотят узнать, что же вы увидите в следующем выпуске. А в следующем выпуске вы увидите, во-первых, конечно же, это новый Человек-паук, которого мы просто не можем упустить. Из того, что нас ожидает в ближайшее время, я хотел бы отметить фильм «Валериан и город тысячи планет», который я очень сильно жду и постараюсь не пропустить. Еще одна экранизация, которую все ждут, это экранизация серии романов Стивена Кинга «Темная башня». Какие обзоры хотели бы увидеть лично вы? Оставляйте свои комментарии. Мы постараемся, если вам будет особенно интересно, пойти именно на них. Напоминаем вам, что также я еще делал обзоры книг, и, в принципе, если вам это интересно, тоже оставляйте свои комментарии, что бы вы хотели узнать, услышать, и мы сделаем такое видео. На этом у нас все. Всем пока! Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего — маслом машины. Руки стилиста — водой душистой. У визажиста — румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.